Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 8 и 9 июля в Якутске состоится второй съезд родословия народов Республики Саха-Якутия, посвященный Дню семьи, любви и верности. В рамках съезда пройдут выставки, тематические площадки и пленарное заседание. Главная тема съезда этого года – обсуждение роли родословия в свете реализации указа президента России Владимира Путина по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Наш гость студии сегодня Руслан Васильев, председатель Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член правления НИИ генеалогии и этнологии народов Севера. Руслан Васильевич, здравствуйте. В первую очередь, расскажите о работе второго съезда народов Якутии. Второй съезд родословия народов Республики Саха-Якутия, конечно, он инициирован правлением Института генеалогии и этнологии, поддержан главой республики Асеном Сергеевичем Николаевым. И, конечно же, вот здесь как раз соорганизатором этого такого масштабного мероприятия это два министерства: Министерство молодежи и Министерство культуры и духовного развития. В чем главная цель? Конечно, сегодня, как никогда, вот люди начинают увлекаться своей родословием. Откуда мы родом, да? Кто мы такие? Начинают как бы вот искать свое место в этой жизни, так можно так даже сказать, да? Потому что, во-первых, это с одной точки зрения как бы это познавательно, да? Интересно узнать ты откуда, родом, да? Это первое направление. Второе направление более, скажем, это и влияет и на здоровье человека. Если такие моменты, как бы генетические болезни, которые, да, это тоже уже необходимо для здоровья человека. Во-вторых, в-третьих, скажем, чтобы не происходили, все-таки республика у нас малочисленна, да, где-то от миллион людей в республике проживает, и как ни крути, все становятся какими-то родственниками и прочее, поэтому тоже очень важный момент знать свою родословную, чтобы не попасть, чтобы не вступили в брак родственники, да. И в-третьих, конечно же, чтобы сохранить нашу историческую память, мы должны сохранять наши сакральные территории, где, проживали наши предки. Да? Это ведь тоже наша историческая память. Этим тоже должны заниматься. Поэтому это вопрос такой многогранный. Да? Поэтому и в этом плане он интересный и сложный. Руслан Васильевич, вы отметили, что в последние годы поднялся интерес к изучению собственной родословной. С чем связано, как думаете? Просто сегодня же одно время, да, наши предки, скажем, да, до революции знали свое поколение, свой род до 7-го колена. Это было как обязательное. Потом, когда свершилась революция, началось это перестройки, как-то все, и люди стали терять свою связь, свою опору какую-то определенную. И это было не нужно. Мы все, в общем-то, работаем, трудимся, да, живем этим днем, сегодняшним днем, и особо как-то не думаем, откуда мы. Кто мы такие, да? И вот этот вопрос стоит актуально, потому что, сейчас вопрос глобализации идет, да, все люди становятся равными, непонятно, там уже все смешивается. И поэтому в этом глобальном мире сохранить свое лицо как раз помогает и знание своей родословной, своей памяти, откуда мы. И зная свою родословную, да, человек даже, скажем, может быть, его даже остановить от каких-то поступков, незаконных поступков, и даже это играет роль. Давайте вернемся к самому съезду. Какие площадки будут работать и где будут проводиться? Съезд он будет проходить 8-9 числа сентября этого года, и начало открытия это будет на территории музея имени Ярославского. Да, потому что, когда проходил первый съезд, мы как раз на этой территории установили СРГ родословие. Да, и уже чисто символично будет именно начинать съезд именно на этой территории у этого нашего СРГ, который мы установили. И далее уже 4 секции, которые будут работать уже на проспекте Ленина 1. Это у нас центр, высшая школа менеджмента, да, там будут проходить все наши секции. Насколько я понимаю, там еще будут проходить выставки, да? Конечно, как без выставок, потому что это же интересно. Одно дело просто говорить на словах, да, а ведь у многих
эти родословия, которые глубоко занимаются, они же начинают его расписывать, писать это все, и получаются такие огромные материалы, которые, ну, хочется показать всем. И там, когда мы проводили в прошлом году, вернее, в прошлый съезд, первый съезд родословия, и там как раз и происходили активные разговоры и, скажем, какие-то дискуссии именно на выставках, потому что там как раз и даже многие находили себе родственников, да, потому что, представляете, вот есть имена, фамилии, имена, и их родственники, откуда они, что произошли, и когда человек подходит, начинает смотреть и находит, оказывается, своих близких родственников, и по этим линиям они оказываются даже вот с абсолютно незнакомым человеком, они становятся близкими родственниками, да, поэтому очень интересно, и выставок будет очень, как бы, даже делаю упор на это, да, потому что это не только, скажем, древо родословное, там, да, в виде дерева, но и, скажем, фотографии родовых поместий, да, родовых усадеб. А это у нас, допустим, старые, стоят на ласах старые этехи, там, позабытые, да, саилыки, старые деревянные дома, да, уже они разрушаются, но тем не менее это вот те места, откуда произошел род, и мы их и должны беречь, и там будут и такие фотографии, вот, да. Абсолютно с вами согласен. А гостей из других районов республики ждете? Ну, тут по нашему опыту, который мы проводили, вот первый съезд и этот съезд со всей республики, предполагаем, что где-то более 500 людей будут со всех регионов республики. А вот на выставку уже подали заявку уже в 16 районов республики. Смотрите, это будет очень интересная выставка. Я бы предложил всем нашим горожанам, гостям столицы, которые будут в это время в городе Якутске, они бы посетили, даже не будучи делегатами, просто пришли бы на выставку и посмотрели. И действительно, может быть, открыли для себя какой-то новый мир и нашли бы, может, даже новых родственников себе. Руслан Васильевич, вы упомянули составление генеалогического древа. Сколько я понимаю, это непростое занятие. Вот будут ли какие-то мастер-классы, с чего начать? Совершенно верно. К нам специально приедет из Новосибирска автор именно программы генеалогии, да, и который будет проводить там мастер-классы. А эта работа уже проводится у нас в республике через систему библиотек. И там уже есть специалисты, но здесь они еще раз обучатся, и они уже получат, ну, определенный, как бы, документ, что они действительно специалисты в этом направлении. Потому что эта работа активно очень ведется в улусах. Там, ну, просто я иногда поражаюсь. Целые наслега, которые прямо увлечены этой работой. Да? И что интересно, и ведь сейчас и школьники этим занимаются. Да? Вот в школьных программах сейчас проходит конкурс «Вехи истории». Там, да? Вот тоже вот, школьники начинают тоже заниматься увлеченно этой темой. Поэтому... И еще плюс я забыл сказать, что и приедет еще из Камчатки. Да? С Камчатки там товарищ Вахрин, это... писатель, историк, краевед, там, он член Союза кинематографистов, и он ведет свой сайт, и там как раз целая страница есть «Тайны якутских фамилий». Да, и вот я лично хочу с ним познакомиться, увидеть его, потому что я постоянно захожу на этот сайт, смотрю наши якутские фамилии, и там нахожу, раскрывает тайны этих фамилий. И поэтому вот такие встречи будут, конечно, очень уникальны и интересны. Руслан Васильевич, то есть я правильно понимаю, конференция, вот этот съезд, он будет межрегиональный? Конечно. Ну, вот он захватывает уже, если прошлый съезд был только чисто такой локально-республиканский, то сегодня уже с интересом едут сюда уже с других регионов. И я уже думаю, что третий съезд, он будет охватывать уже и дальневосточные федеральные, и сибирские круга будут приезжать. Руслан Васильевич, с чего начать вообще изучение собственного, вот, так скажем, генеалогического древа своего происхождения? Идти в архив или поднимать семейные документы какие-то? Ну, для начала, конечно, это семейные документы. Я вот начинал как? Я хранил старый альбом, там, да, бабушки, дедушки, там, своих фотографий, какие-то воспоминания. И вот стал их систематизировать. Да, сперва это чисто семейно, потом стал спрашивать родственников, там, да, а кто там, а у них кто, дедушки, бабушки, кто такие там, их там включать. Конечно, вот нужна, конечно же, компьютерная программа, чтобы не просто там, да, это уже систематизировать, чтобы потом ею могли пользоваться, ну, все мои близкие, потому что я делаю это не для себя, а чтобы это было доступно для всех. Да, поэтому, конечно же, дальнейший шаг, конечно, это уже надо идти в архивы,
уже искать документы, уже подтверждающие документы. Конечно, это уже такая, дальше начинается такая системная, глубокая работа. А вот что касаемо самого архива, с чего там начать? Просто прийти, сказать, вот я занимаюсь изучением собственного происхождения? Да, конечно, вот сейчас в архиве, да, даже есть услуга такая. Там есть определенный прейскурант-центр, ты приходишь, можешь подать заявку, и либо ты сам можешь искать при поддержке специалистов, либо для тебя специалисты могут найти интересующие тебя документы. Поэтому сейчас уже такая услуга распространена, и потом еще и есть сайт, тоже и в Национальной библиотеке есть сайт, и плюс Госархива нашего, где ты можешь самостоятельно войти, зарегистрироваться туда, да, там зарегистрироваться и начинать свой поиск. Но, конечно же, лучше для начала проконсультироваться. То есть, в принципе, уже не обязательно дни и месяцы проводить в самом архиве. Да, безусловно. Руслан Васильевич, давайте в заключение вернемся к съезду. Какие были итоги первого съезда и что ожидаете от работы предстоящего второго? Ну, конечно же, для меня интересно было, так как я занимаюсь сохранением нашего культурного наследия, да, поэтому вот в этом аспекте для меня интересен этот съезд. И вот первый съезд показал, что действительно люди интересуются не просто, скажем, вот родословной, как бы в таком в духовном плане, да, а и интересуются в материальном плане, да, что имеется в виду поиском мест, откуда произошел род, и сохранением этих мест. Тогда вот были интересные работы у Селданского улуса, с Верхневилюйского улуса там, да. Сегодня уже, скажем, после этого съезда уже многие, скажем, такие вот как бы желания начинают уже возникать документы, да. Люди пишут заявки в департамент по охране объектов культурного наследия, чтобы эта территория или старый родовой объект да, стал объектом культурного наследия, и только тогда он получает статус защиты. Да, его защищает закон. И даже если правильно оформлены документы, если это подтвердят, конечно, эксперты, то этот объект, он попадает еще и в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Понимаете, тогда уже вот это объект, родовая усадьба, родовое гнездо, можно назвать по-разному, оно уже сохраняется для твоих потомков, для будущих поколений. Да? Это очень важно. И вот это как раз направление, оно очень четко начинает работать. Это мне очень как бы импонирует. И я очень надеюсь, что после вот, второго съезда эта работа усилится, да? И вот такие вот наши родовые памятники, они будут сохранены для будущих поколений. Руслан Васильевич, уверен, что ваша работа найдет отклик в сердцах многих якутян. Спасибо, что сегодня пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я призываю всех горожан и гостей посетить выставки этого уникального события. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.